Друзья, рада вас приветствовать на моем канале. С вами Ольга Быстрова. Предлагаю вам прогноз на октябрь 2020 года для овнов. Итак, какой будет месяц для овнов? Выпадает тройка чаш как карта месяца. Три карты на месяц по декадам. Начало месяца, середина и окончание месяца. Карта на отношения, на работу. Карта на финансы, на здоровье и карта итога месяца. Подсказывать буду на цыганской колоде. Итак, у нас карта месяца – это тройка чаш. Тройка чаш – это карта, которая очень любит общество, очень любит разного рода вечеринки, мероприятия, связанные со днями рождениями, юбилеями и вообще по любому поводу какие-то праздники. Либо, может быть, очень потребуется пообщаться с кем-то из близкого окружения для того, чтобы получить совет или просто отвести душу, да, и так далее. Вообще у нас тройка чаш, карта все-таки такого душевного, семейного общения, когда мы какую-то важную информацию получаем по поводу наших близких людей. Или, может быть, здесь какие-то успехи в образовательной сфере, да, вот для тех, кто еще учится, а здесь может быть и какие-то дипломы, сдачи сессий и так далее, да, вот может быть. Хотя вот октябрь, может быть, это еще не время для того, чтобы сдавать, но смотря кто где учится. Ну и также эта карта, когда у нас в семье происходят какие-то перемены, приходят новые люди, появляются новые друзья, когда мы приобретаем, может быть, какое-то средство передвижения, или, может быть, кто-то из наших друзей тоже делает какие-то вот покупки автомобилей, или, может быть, продает автомобиль, что-то с этим тоже может быть связано. И, может быть, оформляет какие-то бумаги, получает какие-то разрешения и так далее. То есть карта, в принципе, очень хорошая, такая, когда у нас много радости от событий и от людей, с которыми мы общаемся. В начале месяца семерка чаш. Здесь у нас карта счастливая, которая говорит о том, что мы, возможно, получаем исполнение того, о чем желали, того, о чем мечтали. И семерка чаш, она очень часто говорит и о том, что мы можем ошибаться, когда о чем-то как бы желаемом думаем, да, может быть, это окажется совсем не то, что мы желаем, но не в данном случае, потому что рядом у нас тройка чаш, и здесь тоже карты у нас такие довольно-таки серьезные, которые говорят о том, что мы трезво смотрим на жизнь, и у нас уже тут результаты могут быть в течение месяца, поэтому здесь семерка чаш будет именно положительно проигрываться как исполнение желаний. Также карта может говорить о том, что могут быть какие-то подарки от семьи, могут быть какие-то, ну, от семьи я имею в виду, может быть, старшие члены семьи, да, это может быть даже какие-то вопросы, связанные с партнером, у партнера могут быть какие-то удачи, да, у нас семерочка, или может быть здесь даже с недвижимостью какие-то, может быть даже кому-то, да, подарят недвижимость, или по наследству она может перейти, потому что у нас семерка чаш, она связана с Венерой в Скорпионе, да, то есть Скорпион это как бы известный знак, когда мы делаем какие-то, вернее, оформляем завещание или получаем что-то по завещанию, да, и также это для банков тоже очень характерно, вот Скорпион, то есть может быть, допустим, кто-то хотел давно взять квартиру в ипотеку, получится, да, и вот вы здесь уже как бы, может быть, отмечаете даже новоселье в этом месяце. В общем, карта довольно неожиданных таких каких-то подарков судьбы, если мы старались, если мы заслужили и работали, все делали как надо, да, то вполне возможно здесь вот нас порадует месяц. И середина месяца паж пентаклей, карта, когда мы должны проявить себя как человек исполнительный, как человек трудолюбивый, обязательный, на которого можно положиться. Возможно, кто-то здесь, допустим, получил какое-то образование, да, и вот новый опыт приобретает. Возможно, кто-то с детьми работает, да, может решаться вопросы с детьми. Может быть, здесь желание
как-то освоить какую-то новую сферу жизни для себя. В принципе, у нас эта карта тоже очень благоприятная. Она тоже говорит о том, что мы сконцентрированы на том, чтобы заработать денег, для того, чтобы потом нам было комфортно жить, чтобы мы как бы финансово были в безопасности и защищены. То есть вот этому будет посвящена вторая часть месяца. И третья часть месяца, девятка жезлов. Здесь будет как бы завершение, это карта завершения, да, и мы, скорее всего, вот тут как раз завершаем те дела, которые вот отрабатывали в течение месяца. Скорее всего, мы здесь уже подустанем, но будем чувствовать себя удовлетворительно, потому что у нас как бы мы достигли, по сути, того, к чему стремились, да. Девятка жезлов, карта очень хорошая, она говорит о том, что мы можем продвинуться очень сильно в этом месяце. Девятка жезлов – это у нас Луна в Стрельце. Стрелец – это всегда как бы двигатель такой, да, когда мы очень мудро действуем, когда мы очень мудро общаемся и достигаем любых своих каких-то, в общем, любые вопросы реализуем не только сами, но и приглашаем к этому людей влиятельных, да, то есть у нас какие-то связи есть, либо есть люди, которые могут нам помочь своими связями воспользоваться, да, то есть мы даже не в одиночестве здесь решаем свои проблемы, а у нас появляются люди, которые нам в этом помогают. Ну, конечно же, мы и сами здесь вкладываемся, но благодаря тому, что мы как бы коммуникабельные, мы заслуживаем чего-то хорошего, вот к нам таким образом относятся люди, да, и здесь появляется помощь со стороны для решения любых наших вопросов. Это, в общем, такой месяц. Давайте теперь посмотрим отношения. В отношениях выпадает старший аркан справедливость. А здесь, конечно, может очень серьезные происходят перемены в судьбе, вот именно в партнерстве, в отношениях, да, это может быть как свадьба, так и развод. То есть у нас карта справедливость, она показывает, что какие-то отношения закрепляются документально. И вот все, что с этим связано, может здесь проигрываться. Давайте посмотрим, что ждет тех, кто в поиске партнера. Десятка бубновая. Здесь может быть какая-то встреча, которая вот может жизнь изменить, да, вот в соответствии с картой справедливости. То есть у нас здесь действительно что-то очень серьезное может быть, какая-то встреча, скорее всего, или во время обучения, или при переписке, да, вот мы можем здесь познакомиться с человеком, с которым мы можем связать свою судьбу. Для тех, кто в паре уже находится, девятка бубновая, вот здесь по-любому закрывается какой-то период, да, то есть если вы жили, допустим, раздельно, вы можете съехаться, или, допустим, вы встречались, можете начать вместе жить, или карта говорит о том, что какой-то очень неприятный эпизод в вашей жизни может закончиться. Ну, допустим, была ссора, наконец-то вы здесь помиритесь. А может быть, для кого-то это проиграется расставанием. Если вы к этому шли уже, да, то вот вполне возможно в этом месяце будет и расставание, и развод, причем официально по карте справедливость. Для тех, кто в ссоре, дама пиковая, карта говорит о том, что вы вполне можете здесь примириться в этом месяце, и ваши отношения начнут развиваться в лучшую сторону. То есть, наконец-то исполнится ваше желание вот в отношении этого человека. А теперь у нас карта смерть выпадает для работы. Какие-то большие изменения происходят и в работе тоже у овнов в этом месяце. Карта смерть, она говорит о том, что вы можете задуматься о смене работы, о смене направления, о смене, может быть, профессии даже. Может быть и перемена в руководстве вашей компании, и переезд, и все что угодно, очень такое серьезное и глобальное. Давайте посмотрим дополнительные карты. Для тех, кто в поиске работы, может неожиданно предоставиться работа, которая вот раскроет все ваши способности, все ваши таланты. Возможно, придется учиться, приобретать новый опыт, возможно, придется переезжать куда-то, да, и как-то коренным образом менять вот сферу деятельности, но это все будет вам к лучшему. То есть неожиданно для вас, может быть, даже вы сначала не поймете, что это хорошая возможность, да, может быть, это будет какой-то шок для вас, но в конце концов вы это оцените, это все к лучшему. Для тех, у кого уже есть работа, девятый
девятка червовая, это новые, это тоже карта перемен, да, это новые события, это новые люди, это новая работа. В общем, здесь у вас перемены какие-то очень важные. Знаете, если вы трудно воспринимаете перемены, хотя овны, они, конечно, любят сами их инициировать, да, вот, они редко пугаются перемен, но все-таки, если вы не хотели бы, чтобы жизнь как-то вас поставила перед фактом, начните прямо с начала месяца что-то менять в своей деятельности, может быть, учиться чему-то новому или еще что-то такое очень важное для себя начните, для того, чтобы вот по вашему сценарию начало все проигрываться, а не судьба вас заставляла, принуждала к чему-то. Для тех, у кого свое дело, шестерка трефовая. Тоже карта кризисная, карта, которая говорит о том, что пришло время менять либо сферу деятельности, либо направление, либо, может быть, менять профиль. Допустим, вы работали онлайн, теперь нужно работать офлайн или наоборот, да, то есть вот как-то нужно менять как бы ту привычную схему, по которой вы работали. Также здесь могут быть какие-то проблемы, связанные с закрытием, может быть, бизнеса. Может быть, какие-то запрещающие документы могут появиться у правительства, у администрации, да, или еще что-то в этом роде. Какие-то проверки могут быть. Карта, которая говорит о том, что обязательно нужно действовать по закону, обязательно нужно действовать как бы чисто, да, для того, чтобы не было проблем. В общем, какая-то проверка все равно будет в жизни, да, и лучше тоже вам самим инициировать, вот не ждать, что вот судьба сама вмешается, да, создаст ситуацию, когда нужно будет что-то менять и не будет вариантов других. То есть желательно самим создавать себе вот эту критическую ситуацию, да, перемены. И тогда это будет намного лучше и легче восприниматься. Финансы. В финансах выпадает старший аркан, 5 старший аркан, посмотрите, 3, да, семерка, да, то есть это колесница у нас. То есть для финансов это очень хорошая карта, но она не сразу деньги дает, а деньги приходят благодаря вот каким-то действиям вашим. Вот именно в этом месяце деньги будут немного позднее. Но как раз вот то, что вы будете делать, то, что будет происходить в вашей деятельности, оно даст вам заработок, выведет на новый уровень финансов. Давайте посмотрим, что ждет тех, кто на зарплате работает. Но это уже денежная карта. То есть вы по-любому улучшаете здесь свое финансовое благосостояние. Здесь карта продаж, да, это карта, когда мы расширяем свои возможности, может быть, будут какие-то новые назначения, новые клиенты, но денег больше будет точно. Для тех, кто своим делом зарабатывает, семерка бубновая, вы, скорее всего, будете расширять сеть как бы своих клиентов, да, будете менять систему взаимодействия с клиентами и, может быть, будете устраивать распродажи или еще как-то будете влиять на людей с помощью, как сказать, рекламы, скажем так, да. Вот будете стараться охватить как можно большее количество людей, и от этого зависит напрямую количество денег. Или, может быть, вы здесь будете находить новые контакты для того, чтобы, может быть, партнерство организовать какое-то, да, чтобы не одному, допустим, заниматься своим делом, а может быть с кем-то. Это тоже увеличит ваши деньги, да, привлекать других людей. Для здоровья выпадает туз жезлов. Карта очень хорошая, карта здоровья, такой силы, энергии. Как раз для тех, кто болел, да, это карта выздоровления. То есть все возможности есть. Для тех, кто здоров, карта говорит о том, что нужно подумать об активности физической, о движении. И для хорошего здоровья нужно обязательно общаться с людьми позитивными, которые вот вас хорошей энергией заряжают. И самим вам тоже нужно все время стараться поддерживать свой тонус, свое настроение вот как бы на положительном на всем. Для тех, кто здоров, у нас шестерка бубновая, то есть ваше здоровье еще улучшится. Для тех, кто болеет,
семерка червовая. В любом случае здесь вот улучшение будет, укрепление вашего здоровья. И в итоге у нас в месяце выпадает шестерка пентаклей. А шестерка пентаклей — это карта победы, да, когда мы действительно много работали и наконец-то заслуживаем того, что приходит в нашу жизнь, да, это действительно очень хорошая карта, которая говорит о том, что не только мы здесь счастливы, но счастливы и рады все, кто с нами рядом находится, кто с нами рядом живет, работает, кто с нами дружит. То есть вот как-то мы не только здесь для себя хорошо потрудились, да, но какое-то благотворное влияние оказали и на людей, которые рядом с нами. Друзья, желаю всем замечательного октября, желаю, чтобы только самое лучшее сбывалось. Всего вам доброго, до новых встреч!